Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию онлайн-журнала «Умный город». С вами Елена Амосова. 7 сентября в новом ресторане БАО состоялась третья ежегодная церемония чествования резидентов списка ТОП-100. Самые красивые люди Якутии. Как это было, смотрите далее. Популярный интернет-портал «Светский Якутск» в этом году в третий раз огласил список самых красивых людей Якутии, куда по традиции вошли только известные и привлекательные персоны в сфере красоты, шоу-бизнеса, спорта, культуры и политики. Мероприятие ТОП-100 «Самые красивые люди Якутии» проводится у нас с 2012 года. Это уже стало своего рода традицией проводить каждый год и выпускать релиз, список ТОП-100 «Самые красивые люди Якутии». А можете, пожалуйста, рассказать о том, как вы отбирали самых красивых людей? Когда мы делаем список ТОП-100, мы обычно руководствуемся, во-первых, это рейтинги персон, также их упоминание в СМИ. Большим фактором является преуспеваемость людей. Ну, шикарное мероприятие, все веселые, задорные. А вам самому приятно вообще попасть в этот список? Как вы считаете, почему вы попали в него? Да, мне очень приятно. Наверное, какие-то достижения сделал в этом году уходящем. Был в Бразилии, может быть, из-за этого. Чемпионат мира по футболу снимал, бегал, передачки делал. Также Олимпиада в 2014 году. Как вы вообще оцениваете светскую жизнь города Якутска? На самом деле, мне кажется, что на высоте. Я была в Москве, я живу в Украине, была столица Украины, в Киеве. И люди такие достойные, очень много красивых девушек. Именно вот девушки Соколяркин, такое чистое мое мнение, настолько красивые, что вообще нет слов. Не так уж и не права была Фаина Раневская, когда говорила, что красота – это великая сила. И видеть вокруг красивых людей – это, радость. И сам себя чувствуешь, вот как будто бы среди цветов, да? Мы же все любим цветы и красивые лица. Приятно ли девушкам находиться в этом топе? Да, конечно, безусловно. И интересно то, что в топ-100 входят не только девушки, которые участвуют в конкурсах красоты и так далее, но и люди разной деятельности. Я сегодня пришел смотреть на красивых девочек, а представляю конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия». Вы уже приметили красивую девушку? Я приметил несколько красивых высоких девушек, потому что считаю, что как ли не на мероприятии ТОП-100 смотреть красивых девушек. Для меня было очень интересно, что происходит на ТОП-100, потому что концентрация очень таких красивых, активных людей, с которыми ты можешь вроде бы пообщаться, а вроде бы наладить какие-то деловые связи. Честно, я считаю, мероприятия такие для этого и должны быть. На самом деле, это мероприятие для меня очень важное, потому что я уже попадаю в топ-100 третий раз. И я очень тщательно к этому готовилась и очень рада, что у нас в Якутии проводятся подобные мероприятия. Мне очень понравилось то, что как переделали БАО, такой восточный стиль, мне всегда был близок к душе. Это было неожиданно, то, что меня пригласили, и я попала в этот список. Но приятно, да. Каждый человек, который находится здесь, он внес какой-то свой вклад, он известен чем-то. Я думаю, люди, которые не попали в топ, им будет обидно. Мероприятие очень на высоком уровне, как всегда делает Светский Якутск. Достойны ли все номинанты этого звания? Если быть предельно откровенным, то многие, да. У нас очень много сообществ, различных модных групп. Если человек как-то выделяется на фоне других, почему бы его не поддерживать и не считать это позитивным, полезным? Это хорошо, почему нет? Яркая шоу-программа, праздничный фуршет, розыгрыш призов. Собравшаяся медийная публика в шикарных нарядах провела этот интересный и незабываемый творческий вечер в теплой и дружеской обстановке. Мероприятие полностью оправдало свое название. Здесь были только самые красивые люди Якутии. В рубрике «Персона» известный российский рэпер Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом СТ.
23 сентября 2014 года музыканту СТ или 100 из 100 исполнится 26 лет. Но, несмотря на свои годы, Александр уже успел занять свое почетное место в российской хип-хоп-культуре. За десяток лет творческой карьеры на его счету 3 студийных альбома и около 50 видеоклипов, многие из которых долгое время находятся в эфире таких известных телеканалов, как A1, РУ-ТВ, Music Box, Муз-ТВ и MTV. В 2008 году СТ стал финалистом первого сезона реалити-шоу «Битва за респект». Совместно с Дино МС в течение 2 лет освещал актуальные новости в формате рэп-читки в уникальном проекте «Рэп Инфо». За эти годы он сменил 3 лейбла – King Ring, Flatline и Invisible Management. Но это только начало его пути. Александр Степанов продолжает двигаться вперед. Вот на данный момент моя главная цель – это добиться успеха в том деле, которым я занимаюсь, которое я начал довольно-таки давно. И все-таки дойти до определенных высот, которые я себе поставил. А началось увлечение хип-хопом у Саши с того момента, когда он услышал треки Тупака и Децла. Мои слезы, моя печаль. А когда ты с ним познакомился в первый раз, какие ощущения были? Ну вот трудно сказать, это уже было, наверное, то время, когда я уже как-то подустоялся в рэпе и как-то, ну... И вроде бы мы вот так же сидели и общались. Я вот все не знал, как человеку сказать, что, в принципе, если бы не то время, то, возможно, меня бы сейчас здесь не было. Но я сказал. Я до сих пор наизусть помню альбом «Кто ты?», песни типа «Принцесса», там, «Мои слезы, моя печаль», там. Напряги каждый мускул, чувствуй! Когда мы делаем это на русском. Есть ли тексты, которые ты написал, но стесняешься записать? Не, вообще нет таких песен. Есть одно видео совместное, но это прям лютая лють, и там реально стыдно. Но мы потому что были очень юны. Да, конечно, ты сейчас так же... Нет. А так всегда для меня было первостепенно то, что я понимал, что я несу ответственность за то, что я говорю. Возможно, есть момент, что я со временем пересмотрел какие-то взгляды, то есть и в то, что в одной песне я читал по одному, с годами я стал видеть по-другому, но это не заставляет меня стыдиться той песни. Многие вот пишут сейчас про последние твои треки, то, что ты опопсел, что тебя слушать противно. Ты бы что им ответил? Я бы ответил, ну что ж делать, не слушайте. И наплевать на все, мы продолжаем рок-н-ролл, продолжаем притягивать взглядом противоположный пол. Время пришло, мы слом прокачивать танцпол. Твои любимые MC, диджей Кидс, и наплевать на все, мы продолжаем рок-н-ролл. Какие у тебя негативные качества? Вот не знаю, правда. Вот я на этот вопрос слушаю диджей Кидс. В каждом человеке есть что-то, ну как прям такого определенного, чтобы, ну... Я злопамятный. Да, наверное, да. Это происходит непроизвольно, я просто помню, у меня просто хорошая память. А вот какая эмоция у тебя проявляется чаще всего в жизни? Радость. Я очень жизнерадостный человек, я люблю жизнь, люблю то, чем я занимаюсь. Поэтому радость. Иногда проявляется вот что еще плохое качество, я завистливый. Недавно поймался на мысли, что иногда завидую людям. И вот иногда у меня появляется эмоция. Завидую. Завидую успеху других людей. Ты шутишь, да? Нет, почему, серьезно? А кому ты завидуешь? Эминему? Ну, именно могу позавидовать. Когда выкинула, как рыбу на берег, перед лицом закрылись двери, я на память не выключаю плей. Музыка, вот во что я верю и верю. Когда выкинула, как рыбу на берег, перед лицом закрылись двери, я на память не выключаю плей. Музыка, вот во что я верю. Феникс — это как раз стопроцентный рэп-трек, и он отлично зашел. Сейчас он на MTV был на 5-м месте, обогнав там Linkin Park 20-ки. Понятно, что Linkin Park об этом не знает, и кому-то в Америке это смешно, но я-то знаю, что мы обогнали Linkin Park. Но сейчас будет новая песня, совсем скоро, которая, я уверен, понравится и тем, кто считает, что я рокер, и тем, кто считает, что я рэпер. Ты, наверное, там поешь, читаешь. Я, на самом деле, в демо-записи я там и пою, и читаю, и хотел, чтобы и в оригинале я тоже пел. Но, тем не менее, мы решили, что припев будет петь другой человек. От одного до другого края страны. Слава, пацаны, всем! О, от одного до другого края страны. Слава, пацаны, всем! Ты знаешь, деньги, воздух, выкини, выкини! Деньги, воздух, выкини, выкини! Деньги, воздух, выкини!
У Александра Степанова отличная команда, которая поддерживает его во всех начинаниях и работает во благо развития его творчества. Многочисленная армия поклонников разных возрастов и социального положения по всей России. Он настоящий, искренний, честный, позитивный. И, пожалуй, главное, что отличает Сашу от обычного человека, это наличие большой, достойной цели. Она для творца как путеводная звезда. К ней он рвется, не жалея сил, всю свою жизнь. Вообще, когда ты делаешь что-то, вначале пишешь текст, потом записываешь на студии, и потом видишь, как это реализуется на концерте. Это, наверное, да не наверное, это точно ни с чем не сравнимое ощущение. Кайф. Друзья, смотрите «Умный город». Общество привыкло к существованию многодетных матерей, а вот статус многодетного отца зачастую остается в тени. Но ведь именно они обеспечивают семью, зарабатывая деньги, а также разделяют заботу о детях вместе со своими супругами. В нашем городе по инициативе Совета женщин Центрального округа был организован и успешно проведен заочный конкурс «Отец – наша гордость» и выпущена в свет книга с одноименным названием. Книга «Отец. Наша гордость» рассказывает о счастливых многодетных отцах семейств. Они рады, что у них много детей, обладают чувством ответственности за семью и внимательно относятся к вопросам воспитания. Герои книги – участники первого городского заочного конкурса «Отец. Наша гордость», который прошел по инициативе Совета женщин управы Центрального округа. Изначально конкурс был окружной, но в этом году решено было расширить границы и провести его уже на уровне города. Много мероприятий проводится, посвященных матери. А для отцов есть конкурсы, но их недостаточно. Роль отца в семье очень велика. И вот для повышения статуса отца мы решили провести вот такой конкурс. Условия были такие, что нужно было предоставить слайд, презентацию семьи, рассказ об отце и биографию семьи. Жюри было трудно определиться с победителями, так как каждый участник практически по всем показателям был достоин призового места. В результате было решено второе и третье место не присуждать, а первое отдать Александру Винокурову. По итогам конкурса все участники получили подарки и грамоты, каждый в своей номинации. Сразу после проведения конкурса мы приступили к созданию книги. То, что вот идея какая была, и то, что воплотилось, это не то, что заслуга, например, одного округа, это уже заслуга общественного совета, в том числе и вот совет женщин наших, и совет женщин других округов. Очень хорошие слова прозвучали от организаторов и от участников, то, что это уже сделать как традиционный конкурс городской. Должен быть на каком-то этапе сборник. Положение мы уже такое разработали, что из года в год там будут участвовать все новые и новые участники. Это пример каждой семьи, наверное. То, что все мы говорим, что отец – это оплот семьи. Вот тем более отец, который не только работает, а, например, занимается теми дополнительными общественными какими-то обязанностями, занимается спортом, хотя бы так, и имеет активную жизненную позицию. Работа над книгой продолжалась в течение нескольких месяцев, но результат превзошел все ожидания. Герои книги «Отец. Наша гордость» – достойный пример для молодых отцов. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70.
смотрели первый онлайн-журнал Якутии «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.